Коми ввели новую меру поддержки участников спецоперации. Они смогут получить компенсацию стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в размере до 55 тысяч рублей. Вместе с бойцами оздоровиться могут и члены их семей. По словам главы Коми Владимира Уйба, впредь регион намерен и дальше расширять меры поддержки наших защитников. На какую помощь можно рассчитывать уже сегодня, расскажет Павел Королев. Реабилитация участников спецоперации – одна из главных задач для нашего региона и страны в целом. Отдохнуть и подлечиться всей семьей теперь можно будет в здравницах Коми, которые находятся и за пределами региона. Например, в Кировской области и Крыму. Стоимость путевки и дорогу регион компенсирует. Участники СВО могут получить компенсацию стоимости путевки на санаторно-курортное лечение. Ее размер составляет 55 тысяч рублей. Вместе с участниками СВО могут оздоровиться и члены их семьи участника СВО. Право на такую меру поддержки подтверждается именным сертификатом. Чтобы получить сертификат, нужно обратиться в Центр социальной защиты населения по месту жительства. Кроме того, участники СВО могут получить компенсацию расходов на проезд к месту санаторно-курортного лечения и обратно. Сумма поддержки определена по фактическим тратам на проезд, но не более 20 тысяч рублей. Также в июле введена еще одна мера поддержки для участников СВО и их семей. Это единовременная выплата на покупку твердого топлива. Прорабатывается вопрос о предоставлении земельного сертификата военнослужащим, заключившим контракт с 1 июля 2023 года. Большой объем поддержки охватывает и семьи бойцов. Если мы говорим про семьи, то такая наиболее, наверное, востребованная мера поддержки – это бесплатное питание членов семей, детей, участников специальной военной операции в школе, это 5-11 классы, среднее профессиональное образование также охвачено этой мерой поддержки, и компенсация родительской платы за детский сад в полном объеме. Такие меры поддержки предоставляются семьям. Кроме этого, я говорю сейчас наиболее востребованным, но на самом деле их очень много. Предоставляются они у нас в рамках целого комплекса мер. Это 515-е распоряжение правительства, и можно найти на нашем сайте и ознакомиться, потому что там очень много пунктов, мероприятий, они межведомственные. Там и образование с кружками бесплатными, дополнительным образованием, там и здравоохранение с приемом узких специалистов, там и культура с различными тоже своими мероприятиями культурными, куда можно бесплатно организовать посещение для членов семей. А еще и единовременные выплаты заключившим контракт, добровольцам и мобилизованным, материальная помощь на газификацию жилья, освобождение от уплаты транспортного налога, бесплатная юридическая помощь и многое другое. По словам главы Коми, перечень мер поддержки будет расширяться. Помощь участникам СВО – это в первую очередь работа на победу. Павел Королев, телеканал Юрган.